Чуть больше 2 недель остается до окончания голосования по программе формирования комфортной городской среды. Федеральный проект вот уже несколько лет помогает жителям городов менять мир вокруг себя. В голосовании на следующий год от Коми участвуют сразу 8 городов и 1 поселок. Продолжит Ксения Лосева. 11 территорий. Именно столько участвуют в голосовании на преображение в столице нашей республики. Городской сквер возле первой школы, общественное пространство на улице Морозова, пешеходные зоны в Эжве. Эти объекты, как нуждающиеся в благоустройстве, на 2023 год определила администрация города. Между тем, по мнению самих жителей, привести в порядок в Сыктывкаре необходимо гораздо больше территорий, причем не только в рамках федеральной программы. Для мамочек с колясками очень плохо ездить. Дороги и съезды. Мне, например, не нравится то, что когда я переезжаю дорогу, мне нужно на коляске запрыгивать постоянно на съезды. В каких-то, скажем так, не центральных районах что-то можно было поменять. А что именно? Ну, вот взять, например, центральные улицы, Октябрьский проспект, эти деревянные дома, напоминает все о старых временах советских. Каких-то скамеечек, чтобы люди пожилого возраста могли где-то остановиться и присесть. Построить нормальные дороги, нормально обустроить дворы. И у нас очень не хватает детских площадок, качелей, парковок. Вообще нет, просто друг на друге. Мне кажется, менять надо очень многое. Да, хоть примитивно с набережной, со спортивных объектов. И, не знаю, совершенствованием и ремонту старых домов, особенно в центре. Горожане активно включаются в процесс голосования. Стремление это объяснимо. Сыктывкарцам хочется, чтобы их город был чище, ухоженнее и комфортнее и соответствовал своему столичному статусу. А что же мэрия? Судя по многочисленным жалобам в соцсетях, ее инициативы в благоустройстве не такие быстрые и решительные, как хотелось бы общественности. Так, например, уже не первый год администрация города ведет борьбу с бесхозными постройками. Борьба эта явно с переменным успехом. Вдумайтесь, за 2 года вывезено чуть более 40 гаражей. Оставшиеся, безусловно, не украшают столицу. Понятно, что все эти объекты, они уже не содержатся должным образом и за собой влекут уже, теряется внешний облик города, тем более большинство объектов у нас располагается в границах красных линий и видимости с главных улиц города. Сердечная боль для сыктывкарцев, доживающие свой век деревяшки. Проблема уже кричит не только на окраинах. Некоторые из домов старожилов уже успели стать своеобразной достопримечательностью для Сыктывкара. Что? Что это? Что? А? Центр города. Ну это вообще уже позор. Вот я в гостинице работаю, приезжают гости и говорят: господи, мы такого чуда, вот такого никогда не видели. Нигде уже нет. А у нас столица. И такой беспредел вообще. Правда же, да? С внуком некуда выйти, а это позорище. Перечислять столичные проблемы можно долго. Дороги, дворы, детские площадки. В Сыктывкаре какие объекты, какие территории в первую очередь надо благоустроить? А вы разве не видите? Вот здесь что творится? Сыктывкарским властям, возможно, стоило бы обратить внимание на коллег из Ухты, перенять их опыт. Более 15 тысяч деревьев, детские площадки, спортивные тренажеры, велодорожки, несколько пешеходных мостов и даже самый большой в республике скейт-парк. Все это набережная газовиков в жемчужине Севера. Некогда заброшенный пустырь вдоль правого берега реки Чебью преобразился словно по волшебству. Теперь современное и функциональное пространство – самый центр общественной жизни. По нашей информации, на севере, наверное, таких проектов нет. Вот. Мы ставили себе задачу не то, что там сравниться с кем-то, да, мы ставили задачу, исходя из наших возможностей, то есть здесь 2 километра пространства, и, в общем-то, мы попытались его обустроить. И брали во внимание лучшие примеры, и российские, и, безусловно, мировые примеры грамотного обустройства такого рода пространств. Благоустроить 2 километра набережной и реализовать проект в достаточно сжатые сроки удалось благодаря социальному партнерству. 450 миллионов рублей были выделены обществом «Газпром-Трансгаз Ухта». Еще 100 город заработал сам. Ухта вошла в число победителей федерального конкурса проектов благоустройства малых городов, который проводил Минстрой России.
А это еще один пример удачного взаимодействия местной администрации, социальных партнеров и жителей города. И тоже в Ухте. Несколько лет назад после реконструкции здесь открыли детский парк. В советское время он считался одним из лучших в стране. Сегодня стал еще лучше. Пешеходные дорожки, концертные и спортивные площадки, канатный аттракцион, детский автодром. Такого здесь прежде не было. Вот эта зона молодежная для велосипедистов, роллеров, скейтеров. 420 метров, односторонняя дорожка также для роллеров. Что интересно, следить за порядком на преобразившихся общественных территориях вызвались сами жители города и даже создали для этого специальный общественный патруль. Приходят в парк и на набережную целыми семьями, проводят профилактические беседы с населением о том, что нужно бережно относиться к обновленным объектам. Изменения к лучшему мотивируют местных жителей не уезжать из Ухты, а наоборот все активнее включаться в обсуждение жизни здесь, в родном городе. Очень красиво. Я только вчера приехала. Красота такая. Мне больше нигде не нравится, как наша Ухта родная. Лучше ее нет нигде. Парки очень красивые, обустроены. УГТУ красивое место. А так, в принципе, приятный город, всегда чисто. Наводят порядки, наводят красоту. Каждый раз взрослый парк. Чудесно, очень красота. Детский парк, взрослый парк. И по городу наводятся порядки. В принципе, много построили, и город преобразуется в лучшую сторону. Положительный пример, как правило, заразителен. И все же, как показывает практика, не всегда так же легко реализуем. Свидетельство тому разбитые дороги, рассыпающиеся под ногами лестницы, мусор и грязь. И все это в самом центре столицы. Взаимодействие с социальными партнерами в Сыктывкаре хоть и выстроено, но пока не дает таких же серьезных результатов, как в той же Ухте. А потому работы по приданию городу облика столицы уж точно немало. Ксения Лосева, Виктория Науменко, Павел Люлянмин, Павел Лагутин, телеканал Юрган.